Делегация Министерства просвещения во главе с Сергеем Кравцовым и представители регионов побывали на открытии всероссийского конкурса «Мастер года» в Республиканской госфилармонии. Всероссийский конкурс педагогических достижений в Российской Федерации проводится с 2021 года. В прошлом году финальный этап конкурса проходил в Екатеринбурге. Его участники из Южного федерального округа сегодня прибыли в Майкоп, который выбран местом для торжественной церемонии передачи флага всероссийского конкурса «Мастер года». Это масштабное мероприятие проходит впервые и охватит все 8 федеральных округов Российской Федерации. Образование – основа становления нашей молодежи, формирование благополучного будущего для них, воспитание профессиональных кадров, развитие регионов и процветание нашей страны. В данном вопросе мы должны работать сообща, обмениваясь опытом с другими субъектами Российской Федерации под руководством федеральной власти, Минпросвещения России, подчеркнул в ходе рабочей поездки глава Ингушетии. В рамках встреч Махмуд Али Калиматов вручил награду государственному ансамблю «Адыгеи Исламей» за участие в праздновании 30-летия возрождения Ингушетии. Звание «Народный артист Республики Ингушетия» был удостоен художественный руководитель труппы Асланчери Нихай. Благодарности главы Республики Ингушетия ее артисты. Кроме того, глава Ингушетии выдал грамоту главы Республики Ингушетия министру культуры Республики Адыгея Юрию Аутлеву. Я под большим впечатлением. Дело в том, что я первый раз в Адыгее. Мы же в обществе, в России живем. У нас самая большая красивая страна. Но мы не знаем друг друга. А через язык, вот через эти конкурсы, это просто познавательно настолько будет. Очень хорошая идея. И вот то, что она прошла в таком прекрасном месте. Тем более 50 лет, я вас искренне поздравляю с юбилеем. Нам надо конкурсы проводить, не только языковые. Нам надо проводить музыкальные. Нам надо другие. Вот это тоже вот мастер, который сейчас класс показывали. То есть любые, чтобы мы между регионами собирались, говорили об этом. И знаете, это будет сближать.